Здравствуйте, в эфире новости, в студии Василий Раченко и главное к этому часу. Попасть в реестр малого и среднего бизнеса стало проще. Вступил в силу закон о его ежемесячном обновлении. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-рентгенологи. А инспекторы ГИБДД в эти выходные продолжают выявлять нетрезвых водителей. 201 больной коронавирусом выявлен в Якутии за минувшие сутки, в том числе 40 носителей. По данным оперативного штаба, в Якутске 115 заболевших. В Мирнинском районе 8, Алданский, Кобяйский и Нерюнгринский по 6, Верхневилюйский, Вилюйский, Аймиконский, Алекпинский по 5 случаев. В остальных районах от 1 до 4 заболевших. Летальных исходов от COVID-19 за сутки 2. Лабораториями региона проведено 6300 исследований. В период ледостава обеспечение заречных больниц, в том числе запасами кислорода для ИВЛ, на особом контроле Минздрава. Глава региона Сан Николаев поручил продолжить работу по оказанию практической и организационной помощи центральным районным больницам. Минздрав проинспектировал Нюрбинский район, а накануне выехал в Татинский. Там имеются 60 инфекционных и 15 провизорных коек, 3 реанимационные койки, 3 аппарата ИВЛ, 12 кислородных концентраторов. Региональный Минздрав держит на особом контроле обеспечение заречных районных больниц, в том числе запасами объемов кислорода для аппаратов ИВЛ. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-рентгенологи. Сейчас эта специальность одна из самых востребованных. Именно рентгенологи проводят компьютерную томографию и оценивают состояние легких у пациентов с коронавирусной инфекцией. Подробнее об их профессии узнал Александр Хавренко. С началом пандемии работы у врачей-рентгенологов прибавилось в разы. Сейчас отделения лучевой диагностики работают в 2 смены, а исследования проводятся круглосуточно. До начала пандемии, это получается до февраля, у нас проводилась плановая работа и непосредственно приемное отделение, где мы принимали тяжелых пациентов и по самообращению. После начала пандемии в марте-апреле исследования в среднем выполнялись от 20 до 30. Летом уже исследование доходило до 70-80, и сейчас же отмечается нарастание количества. Колоссально идет поток уже заболевших пациентов. Сейчас доходит практически до 100 исследований. Главная задача врача-рентгенолога – провести обследование и определить степень поражения легких пациента. Посмотреть динамику ранее обратившихся. При современных технологиях делается это в течение 15-20 минут. На левом экране видим нормальную неизмененную легочную ткань. Паренхима легких без особенностей. Легких очаговых инфильтративных изменений не выявлено. На правом экране видим субтотальное поражение обоих легких, обширные зоны матового стекла с утолщением внутридольковой интерстиции. Также видим более плотные участки, возможность присоединения бактериальной пневмонии. В отделении лучевой диагностики Якутской республиканской клинической больницы работает 34 специалиста. И большинство из них работает в так называемой красной зоне – зоне непосредственного контакта с больными коронавирусной инфекцией. Многие врачи и лаборанты уже сами переболели, но после выздоровления они снова возвращаются на свои рабочие места, понимая важность своей работы в борьбе с коронавирусом. Хочется поздравить своих коллег, всех рентгенологов Республики Саха-Якутия и города Якутска. Поздравляю с нашим профессиональным праздником. Но это, наверное, первый случай, когда у нас так интервью берут. Поэтому желаю вам крепкого здоровья. Обязательно берегите себя и своих близких. В нашей работе главное здоровье, дальнейших успехов, чтобы ваша работа приносила только радость и пользу людям. Будьте здоровы. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Попасть в реестр малого и среднего бизнеса стало проще. Вступил в силу закон о его ежемесячном обновлении. Это существенно упростит доступ к льготам и мерам господдержки малым и средним предприятиям. Раньше реестр обновлялся только 1 раз в год, 10 августа. Компании, которые при подаче заявки допускали ошибки или не успевали сдать отчетность, лишались возможности использовать льготные программы кредитования, специальные налоговые режимы или же получать преференции при госзакупках.
Программы поддержки в период коронавируса также оказались недоступны. Теперь ФНС будет собирать данные с компаний на ежемесячной основе до 10 числа каждого месяца. Исключать компании из реестра при этом будут по-прежнему только один раз в год, 10 августа. Названы способы уберечь номера телефона от попадания к мошенникам. Эксперт рекомендует пользоваться отдельными номерами для разных задач. Основные, например, банковские приложения, должны быть привязаны к одному номеру, а прочие аккаунты к другому. Также не стоит оставлять основной телефонный номер на подозрительных сайтах. Кроме того, стоит скрывать аватарку в мессенджерах, например, в WhatsApp, на тех лиц, которые не являются вашими контактами. Будет полезно запретить и поиск по номеру телефона в настройках социальных сетей. Номер мобильного телефона, попавший в руки злоумышленников, может раскрыть множество сведений о его владельце, которые впоследствии могут быть использованы в корыстных целях. Инспекторы ГИБДД в эти выходные проводят рейды. Особое внимание уделяют выявлению грубых нарушений ПДД и управлению авто в нетрезвом состоянии. Инспекторы напоминают, что состояние опьянения притупляет реакцию и может привести к потере контроля за управлением. Следовательно, привести к необратимым трагическим последствиям. За нетрезвое вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. Как стать для своих подчиненных не просто начальником, а партнером? Этому и многому другому учат в лидерах Алроса. Некоторые руководители поделились, как на них повлияло такое обучение. Подробности у Анны Винокуровой. Лидеры Алроса. Услышав такую формулировку, у многих возникает вопрос, что это за зверь и с чем его едят. Среди многочисленных проектов компании эта обучающая программа одна из самых плодотворных. Так считают сами ученики. А ученики здесь начальники. Константин Гребнев уже 20 лет работает в компании, 12 из которых руководит. Когда узнал о лидерах Алроса, решил: пойду, пусть меня научат. Курс очень полезный, много компетенций позволяет себе развить. Если бы это дело преподавали в институте, было бы тоже хорошо, но когда ты чувствуешь за собой какой-то опыт работы, то вот эти компетенции, они ложатся очень хорошо. В лидерах Алроса не учат, как руководить. Здесь учат, как быть для своих подчиненных не злым начальником, а партнером. Как уметь слышать и помогать друг другу. Ведь от эмоционального настроя сотрудников зависит итог работы. Надо чаще спрашивать коллег, как ты себя чувствуешь, чем расстроен, о чем задумался. Управление эмоциями, управление своими эмоциями. Здесь очень важно не путать управление эмоциями и их контроль. Учатся руководители год. Сюда входят и лекции, и практическая часть. Как у настоящих школьников, даже домашние задания дают. Не каждый руководитель лидер. Лидер тот, кто идет на шаг вперед остальных. Кто может вести за собой людей и нести за них ответственность. Анна Брянская, Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Амге к столетию территориального отдела МВД открыли мемориал и присвоили звание почетного гражданина Амгинского района Михаилу Уварову. Старший прапорщик милиции посвятил службе в органах внутренних дел 43 года, 35 из которых отслужил в Амгинском ОВД. В память о его преданной службе народу, по предложению Совета ветеранов районного ОВД, Музею милиции также присвоено имя Михаила Уварова. На торжественном открытии слова благодарности выразила его дочь, подполковник внутренней службы в отставке Матрена Уварова. Я очень горжусь своим дедушкой. Он является примером в нашей семье. Я буду на него равняться. Я помню его крепким, сильным, большим. Больше всего понравились экспонаты про моего дедушку, потому что он мне родной человек, и я считаю, что это самое близкое для меня. А в Якутске в Парке Победы торжественно открыли первый памятник советскому воину, легендарному снайперу Ивану Кульбертинову. Открытие памятника состоялось в день его рождения, 7 ноября. Юлия Михайлова расскажет, чем знаменит легендарный снайпер. Сибирская сова – так прозвали враги великого снайпера из далекой якутской глубинки. Его боялись как огня фашисты на всех фронтах, где воевал Иван Николаевич – на северо-западном, центральном, воронежском, первом украинском. На счету героя сотни врагов. Он вошел в число лучших снайперов Великой Отечественной войны. Я думаю, что он был очень таким сдержанным, что терпеливым, что так несколько дней он так мог сидеть. Без еды, без воды.
Что вернуться с фронта живыми два двоюродных брата из рода Кульбертиновых предсказал перед своей кончиной в 1942 году отец одного из них. Они от оба вернулись с войны. И вместе работали оленеводами, там, в Чане, охотились. И еще 46-й отряд был, это геологи. Вот там они тоже работали вместе с каюрами. Поставить памятник великому снайперу его земляки и сородичи мечтали не один десяток лет. И к 75-летию Великой Победы решили начать сбор народных средств. Инициативу подхватила вся республика. Якутяне собрали 1,5 миллиона рублей. Все те, кто вложил свои личные средства, предприятия, организации и помогли в установке этого памятника, конечно же, они именно стремились высказать свое отношение к победе. Мы празднуем 75-летие Победы в этом году. И каждый воин, который внес в победу свою энергию, свои силы, свои жизни, конечно, должны остаться в памяти. И памятник, он будет всегда здесь стоять, напоминать нам о том, что Великую Отечественную войну победили наши славные сыны и завоевали нам свободу. Короткие сроки в республике прошел конкурс проектов будущего памятника. Из 7 проектов выбрали работу скульптора Николая Чачасова и архитектора Марины Рожиной. Иван Николаевич представлен не просто как советский солдат, но и как великий сын ивенкийского народа. Было очень сжатые сроки, потому что конкурс прошел, начался только в мае, только в июле оказалось, что мы выиграли. Закончился конкурс, мы выиграли. На работу осталось очень мало времени, поэтому как смогли, так и сделали. Хорошо, что родственники приходили, смотрели, корректировали. Это очень помогло создать нам работу. Надеюсь, хорошая работа получилась. Памятник Ивану Кульбертинову в Парке Победы установлен первым. Также это первый памятник представителю ивенкийского народа. Этому несказанно рады и члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и земляки. Я думаю, что это ответ всем, тем врагам, фашистам. Они, помните, говорили «Ахтун Кульберт». Вот Кульберт дал ответ, что история сохраняется, людей, наших участников ветеранов войны помнят, даже знают теперь и в лицо, получается, по этим памятникам. Так что победа за нами. Новая звезда в небе появилась под названием Кульберт. Отважный снайпер представлялся к званию Героя Советского Союза, но в силу ряда причин так и не был его удостоен. Работу по присвоению заслуженного звания отважному герою предстоит еще выполнить благодарным потомкам. Юлия Михайлова, Семен Семенов. Новости. Якутск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.